Здравствуйте, в эфире новости, в студии Власий Сергеев. Коротко о главных темах выпуска. Перспективы развития предпринимательства, налоговая политика и снижение административных барьеров. Айсен Николаев встретился с активом якутского отделения «Деловой России». Пункт передержки безнадзорных собак в Якутске планирует расширить до 2000 мест. Специальные показы якутского фильма «Нюча» состоятся в марте в 5 городах страны. Мост через реку Алдан в Алданском районе планируют возвести к 2030 году. Об этом в ходе традиционного отчета правительства сообщил министр транспорта региона Владимир Сивцев. Он уточнил, что в настоящий момент завершается обоснование инвестиций в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина. Авиабилеты в Санкт-Петербург по субсидируемым тарифам станут доступны для якутян с 2022 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев в ходе отчета правительства региона. Он также рассказал, по каким направлениям якутяне могут приобрести билеты по заниженным ценам. Так, льготной категории граждан, в числе которых многодетные семьи, студенты, пенсионеры и инвалиды, будет доступно 36 направлений из Якутии. Завтра первый вице-премьер правительства Якутии Кирилл Бычков выступит с отчетом исполнительных органов государственной власти. Прямая трансляция начнется утром в 9:45 на каналах НБК «Саха», Якутия-24 и радио «Тати». Кирилл Бычков подведет итоги 2021 года в сфере экономики, инвестиционной и налоговой политики, промышленности, строительства, архитектуры и градостроительства, занятости населения и предоставления государственных услуг, а также расскажет о планах на 2022 год. Помимо этого, он ответит на вопросы якутян. Перспективы развития предпринимательства в республике, налоговая политика, снижение административных барьеров. Эти и другие темы стали ключевыми в обсуждении на встрече актива якутского отделения «Деловой России» и главы республики Айсена Николаева. Все подробности в сюжете Мадины Халиковой. Несмотря на эпидобстановку, которая влияет на все сферы жизни, в том числе на бизнес, якутские предприниматели активно развивают себя в разных отраслях. Многие выходят из тени, регистрируют себя как самозанятые, пополняя рынок МСП. Снижается и административное давление, что констатируют сами собственники бизнеса. К сожалению, конечно же, ковид крайне нам всем мешает. Это, безусловно, тяжелейшая проблема сегодняшнего дня. Хотя все-таки при всем при этом я еще раз хочу подчеркнуть, что как только возможность реальная появится, мы, конечно, вот те меры, которые у нас сегодня еще есть, ограничительные, будем их ослаблять. Перспективы развития бизнеса, вопросы налоговой политики, снижение административного барьера. Эти темы подняли на рабочем совещании под руководством главы республики Айсена Николаева с активом якутского отделения «Деловой России». Так, Якутия вошла в 30-ку субъектов страны, где с этого года начнется внедрение регионального инвестиционного стандарта, и общественная организация будет вовлечена в эту работу. Айсен Сергеевич дал поручение предпринимателям «Деловой России» рассмотреть и участвовать в формировании инвестиционного стандарта в нашем регионе. Предпринимателям удалось высказать наболевшие вопросы и получить системные решения. Также во время встречи прозвучали актуальные вопросы, касающиеся взаимодействия координационно-совещательных органов по предпринимательству в республике и муниципалитетах, системы государственных гарантий для жителей Крайнего Севера, которая создает большую нагрузку на бизнес, организации маркировки товаров в труднодоступных и отдаленных местностях. Естественно, получив некоторые рекомендации, некоторые предпосылки по развитию в дальнейшем своего бизнеса, нами были восприняты эти меры очень даже положительно. В частности, это меры по обеспечению отдаленных районов спутниковым интернетом. Ведь для малонаселенных пунктов вопрос рентабельности частных провайдеров – одна из главных проблем. У нас сегодня очень остро стоит вопрос маркировки. Это честный знак, система информационной эгоиз и другие обязательные системы, требующие от предпринимателей оперативных вводов данных и выводов. Соответственно, очень важный вопрос – это вопрос интернета. Да, мы по республике видим, как очень динамично строятся оптоволоконные линии, но есть труднодоступные, есть отдаленные территории. Это вопрос спутникового интернета. И здесь может быть полезным пример Чукотки, где для этих целей идет вовлечение федерального центра и получение государственного субсидирования для отдаленных малонаселенных пунктов. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск.
За минувшие сутки в республике от COVID-19 излечились 2507 человек. Был госпитализирован 131 больной. При этом выявлено 3767 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Якутске зарегистрировали 2436 случаев. Также более 100 больных выявили в Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Алданском районах. На сегодняшний день первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 579 084 человека. Ревакцинацию прошли 130 510 человек. Глава республики Айсен Николаев в ходе совещания оперативного штаба обозначил задачи на следующую неделю. Так он поручил обеспечить наличие тестов, лекарств и бесперебойную работу первичного звена в районах, особенно в удаленных и труднодоступных поселениях. Также Айсен Николаев обратил внимание на то, что необходимо постоянно контролировать защиту граждан из группы риска и постоянно мониторить работу по обеспечению лекарствами. Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции, теперь смогут получить подтверждающий сертификат в личном кабинете на портале Госуслуг. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Согласно постановлению, медицинские организации, выдавшие медотвод, будут направлять сведения о выдаче медицинского отвода в единую государственную информационную систему. Уже оттуда они поступят на портал государственных услуг. Найти сертификат можно в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19», также где хранятся результаты ПЦР-тестов и исследований на наличие антител. По данным Международного агентства по изучению рака, в 2020 году в мире было диагностировано более 19 миллионов новых случаев заболевания. 10 миллионов человек скончалось. Как сегодня в республике борются с злокачественной болезнью, смотрите в следующем материале. Как говорят специалисты, ежегодно в стране отмечается рост заболеваемости раком. Онкология на втором месте среди причин смертности. И Якутия не исключение. Между тем, в республике повышаются и показатели раннего выявления онкологических заболеваний. По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии. Причем в 99% случаев их можно вылечить хирургическим путем. По хирургии выполняются малоинвазивные расширенные операции на различных органах. В том числе мы достигли результатов по Дальнему Востоку. Мы в лидерах по выполнению операций на легких и операции по женской репродуктивной системе и по урологии. Так, на сегодняшний день 90% операций на почках у нас проходят малоинвазивным доступом лапароскопически, без разрезов. Якутские медики проводят и сложнейшие операции максимально щадящим образом. Так, онкологи в прошлом году провели первые 7 операций при раке органов головы и шеи с использованием высокотехнологического оборудования. Помимо этого, специалисты достигли высоких результатов в проведении химиотерапии путем подбора специализированных препаратов. Индивидуально каждому пациенту по генотипу подбираются определенные лекарственные препараты и проводится лечение индивидуально, что позволило нам достичь таких довольно-таки хороших результатов. Благодаря этому еще у нас в прошлом году открылась лаборатория ПЦР, которая позволяет нам выявлять геномы различных онкологических заболеваний для подбора таргетной терапии и определенных цитостатиков. Прием амбулаторных пациентов и лечение в стационарах онкологического диспансера Якутии не прекращается даже в период пандемии. Центр продолжает оказывать помощь больным, проводить операции, как плановые, так и экстренные. Якутский республиканский онкологический диспансер на сегодняшний день работает полную силу. И в прошлом году, и в этом году у нас, ни одного дня приема и лечения онкологических пациентов мы не остановили. Наоборот, мы взяли некоторые функции наших ЦАОПов, городских особенно, работу, прием, лекарственное лечение, взяли на себя. Начиная с 2019 года в республике открыты и работают 15 центров амбулаторно-онкологической помощи. В этом году такие учреждения откроют еще в 2 районах. А к 2024 году их количество должно составить 18. Центры призваны максимально приблизить онкологическую помощь населению на местах. Евгений Тайтонов, Якутск. Пункт передержки безнадзорных животных на улице Отеченко в столице республики будет расширен до 2000 мест. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев.
Планируется, что по окончании работ временный пункт на улице Автодорожная будет закрыт. Напомним, что с 29 декабря прошлого года в Якутске запрещен выпуск отловленных собак. Животных содержат в 2 пунктах, в которых работают 26 специалистов. Жители Ленского района продолжают получать приветы от виртуальных мошенников, обманным способом ворующих их реальные деньги. Более полсотни преступлений такого характера в Ленском районе совершено за 2021 год. Какие сегодня самые популярные среди них, выясняла Анна Кожевникова. 53 преступления в сфере мошенничества совершено в 2021 году по отношению к жителям Ленского района. Общий ущерб – около 21 миллиона рублей. На первую строку поднялись псевдоинвестиции. Граждане заходят на разные сайты, расположенные в сети интернет, непроверенные интернет-ресурсы, где с ними после регистрации связываются менеджеры якобы брокерской фирмы и предлагают гражданам вклады в разные инвестиционные фонды. Ни прибыли, ни собственных средств назад, естественно, вкладчики не получают. Их виртуальные партнеры навсегда растворяются в интернет-пространстве. С начала текущего года подобных преступлений зафиксировано всего 2. Продолжают лидировать и случаи мошенничества на торговых интернет-площадках. Люди покупают чужие несуществующие товары за свои реальные деньги. Сложность в раскрытии преступлений обусловлена их виртуальным образом. Ни адреса, ни места проживания, ни портрета подозреваемого полицейские установить не могут. Тенденция по республике нынче негативная. Идет рост данного вида преступлений. Вот эти преступления в сфере так называемой информационно-телекоммуникационной технологий имеют место быть и представляют определенные сложности для правоохранительных органов в их раскрытии. Прежде всего это связано с их дистанционным способом совершения. Обманутая бабушка в Ленском районе стала, скажем так, источником обогащения какого-то, скажем так, мошенника где-то в Среднеазиатской республике, а порой и за территорией Российской Федерации. Поэтому профилактика – единственный способ снижения такого рода преступлений, как мошенничество в мобильном или интернет-пространстве. Сотрудники прокуратуры и полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными. Ведь прописные истины стары как мир. Бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Специальные показы якутского фильма «Нюча» состоятся в марте в 5 городах России. Так картину покажут 4 марта в Новосибирске, затем 7 числа в Санкт-Петербурге. В Якутске фильм смогут увидеть уже 10 марта, 2 днями позднее в Москве. А 13 числа показ пройдет в Екатеринбурге. Прокат по всей стране начнется 17 марта. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.